В Коми разработают программу перевода котельных на биотопливо. Это касается главным образом лесных районов республики. Соответствующее поручение дал правительству Владимир Уйба во время своей рабочей поездки в Усть-Куломский район. Переход с угля и мазута на топливные гранулы и брикеты дает ощутимый экономический эффект и решает сразу несколько задач. В части утилизации отходов лесопереработки, развития глубокой переработки древесины и создания новых рабочих мест. Подробнее Алексей Корчма. Такой нелепости еще не встречал. Примерно так высказался Владимир Уйба в Усть-Куломе. Один из самых лесных районов республики центральную котельную топит мазутом, а в отдаленные населенные пункты завозят уголь, подчас даже из других регионов страны. В то время, когда под ногами тонны щепы, горбыля и других отходов лесопиления. Нонсенс. В центре Усть-Кулома стоит котельная. Но как вы думаете, на чем она топится? На биотопливе? Ничего подобного. Она топится мазутом. То есть в центре лесного муниципалитета, где идет промышленная заготовка леса, переработка леса, мы топим котельную мазутом. Ну, конечно, это совершенно неправильно. Нам нужно, чтобы лесопереработка была полного цикла. То есть, чтобы не оставались горы щепы, чтобы не оставались горы горбыля, чтобы не оставались горы опилок. Чтобы все перерабатывалось. И сегодня для этого есть все возможности, есть линии по переработке, которые превращают все эти отходы в биотопливо. Опыт перехода на биотопливо в Усть-Куломском районе есть. В Устьме пеллетами отапливают местный дом культуры, а в Юготьяге – больницу. Что касается самого райцентра, здесь запланировано строительство новой котельной, которая будет работать на щепе. Уже несколько лет мы ведем переговоры с Коми тепловой компанией о строительстве такой котельной, которая использовала бы в качестве топлива щепу. Есть у нас производство щепы в районе, крупное предприятие производит. Есть возможность приобретения балансовой древесины, чтобы щепу производить самостоятельно. Поэтому вот основная задача сегодня найти способ в ближайшее время запроектировать и построить новую котельную. Земельный участок нами уже определен. Сейчас мы ведем переговоры с одним из предприятий Усть-Куломского района об участии в качестве социального партнера в проектировании данного объекта. Если у нас все сложится, то тогда это будет таким большим сдвигом для всех нас. Мы уйдем от опасной мазутной котельной в центре села и получим уже котельную другого формата на окраине райцентра, которая будет соответствовать всем современным требованиям. Производство биотоплива из отходов лесопереработки – это крайне перспективное направление в деятельности многих крупных лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий региона. Таких монстров, как Монди, Лузалес и Севлеспил. Пеллетный цех введен в эксплуатацию в 2016 году. За этот период цех подвергался модернизации не менее 4 раз. То есть шло обновление, замена одного оборудования другим для повышения производительности и качества. Новые цеха открывают и предприниматели средней руки. И даже в исправительных колониях задумались о замкнутом цикле переработки древесины. В ВК-1 новую линию купили за 5 миллионов 700 тысяч. Здесь уверены, вложения окупятся с лихвой. Новое производство запущено с января. Мы в течение последних 2 лет в 2 раза нарастили объемы переработки, поставляемые в наш адрес круглой древесины пиловочника. Соответственно, у нас начали образовываться отходы от этой деятельности. И в целях исполнения уже законодательства по пожбезопасности, мы открыли новый цех. Перевод котельных на биотопливо несет большой экономический эффект. Так, в поселке Вухтым Прилузского района весной 2017-го приступили к перевооружению котельной. Пеллетные котлы, транспортеры и прочее оборудование обошлось почти в 9 миллионов рублей. Деньги судил Республиканский центр энергосбережения под 4% годовых. После модернизации котельной экономия на топливе достигает 2 миллионов рублей ежегодно. Да и работать стало проще. Дровами было тяжко, надо напилить, надо закидать, температуру следить постоянно. А тут все как бы автоматизировано. Температура сама держится. Пеллеты поступают неплохо, горят тоже неплохо. Легче, конечно, стало намного. По данным Росстата, за первое полугодие 2020-го производство топливных пеллет в стране выросло более чем на 17%. Из отходов деревопереработки изготовлено более 1 миллиона тонн пеллет. Производство биотоплива сегодня своеобразный тренд. И в нашей республике этому направлению необходимо уделять постоянное и пристальное внимание, уверена сенатор Елена Шумилова. У нас существует огромный накопленный экологический ущерб
побочные остатки на территории Республики Коми. Многие лесоперерабатывающие предприятия сейчас сталкиваются с этой проблемой, куда утилизировать. И вот здесь переработка отходов в пелеты, брикеты и те же самые дрова для нашей коммуналки, для наших котельных это выход. Брикеты и пелеты крайне востребованы в странах Европы. Большие партии идут на экспорт. Такая тенденция характерна и для нашей республики. Но биотопливо должно использоваться прежде всего там, где оно производится, уверен Владимир Уйба. И этот парадокс, что мы отправляем в Италию, заботясь об экологии Италии, наше чистое топливо, а сами топим мазутом. Вот этот парадокс. Год я дал задачу, поставил задачу правительству, год на то, чтобы этот парадокс исправить. Перевести все котельные на горелки с использованием биотоплива. Потому что тогда запускается вот эта кооперационная цепочка. Заготовка, переработка, избыт готовой продукции, будь то пелеты, будь то гранулы. Предприятия региона могут полностью обеспечить внутренний рынок пеллетами, а перевод котельных с мазута на топливные гранулы и брикеты несет весьма серьезный экономический эффект и решает сразу несколько задач: утилизация отходов, развитие глубокой переработки древесины и создание новых рабочих мест.